Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка в 1 классе. Громко прозвенел звонок. Начинается урок. Наши ушки на макушке, глазки широко открыты. Слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. Сегодня к нам на урок пришла гостья. Отгадайте, кто это? Днем спит, ночью летает, прохожих пугает. Верно, это сова. В Древней Греции люди называли эту птицу птицей мудрости. Мудрая сова познакомит вас с новой буквой и звуком, который она обозначает. Научит читать слова, писать буквы. Сова предлагает отгадать загадку. Верещунья белобока, и зовут ее сорока. Правильно, ребята. Что объединяет сову и сороку? Молодцы! Это птицы. А что общего в словах сова и сорока? Слова сова и сорока начинаются на звук «с». Сегодня мы с вами познакомимся со звуком «с» и буквой «с», которая обозначает этот звук на письме. Охарактеризуйте звук «с». Для этого мы должны произнести этот звук. Произнесите звук «с», «с» и понаблюдайте, что происходит с вашим ртом. Вы заметили, что рот приоткрылся, язык отодвинулся назад и перегородил выход. Из-за этого звук произносится с трудом, не слышно даже голоса, только шум, похожий на свист. Значит, это согласный звук. А теперь выясним, звонкий он или глухой. Для этого положите руки на шею или закройте уши руками. Произнесем звук «с» и послушаем, что происходит. Горло не вибрирует, значит звук «с» глухой. А вот выяснить твердость или мягкость нам помогут слова «сова», в котором звук «с» твердый, и слово «синица», в котором звук «с» мягкий. Сделаем вывод. Твердый звук «с» имеет мягкую пару «с». Это глухие согласные звуки. Потренируемся их узнавать в словах. Послушайте стихотворение, которое называется «Посуда», и хлопайте в ладоши, когда услышите звуки «с» и «с». Стеклянный стакан, сковородка, кастрюля, столовый сервиз, красивый поднос, солонка, масленка. Все это посуда и мисочка с супом, что любит барбос. Собака съест суп и хвостом завиляет, а после обеда с миской играет. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все справились с этим заданием. Все звуки всегда записываются в квадратных скобках.
чтобы их можно было отличить от букв. Чтобы лучше запомнить, мы буквы, которые обозначают твердые звуки, сделаем синим цветом и будем произносить твердо. Например, в слове «стол» звук «с» произносится твердо и обозначается на письме буквой «с». А в слове «сирень» звук «с» произносится мягко и на письме обозначается тоже буквой «с». Поэтому буквы, которые обозначают мягкие звуки, сделаем зеленым цветом. Причем к мягкому звуку мы добавим значок, похожий на запятую. Он показывает, что этот звук мягкий. Ребята, а вы любите сказки? Конечно, все любят сказки. Не только дети, но и взрослые тоже. А знаете ли вы, что число 7, в котором первый звук «с» мягкий, является одним из любимых сказочных чисел? Например, 7 богатырей из сказки о царевне и 7 богатырях Александра Сергеевича Пушкина. 7 гномов, которые помогли Белоснежке из сказки братьев Гримм. 7 козлят из русской народной сказки. Сказки учат нас отличать добро от зла, хорошее от плохого. Они помогают показать такие качества людей, как смелость, смекалку, совесть. Они славят хорошие поступки людей. Послушайте сказку, которая называется «Сова в гостях». Попробуйте запомнить слова, которые начинаются на звук «с». Однажды собака пригласила соседку сову на обед, накрыла стол, красивую скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, сирень в стакане и даже свеча в подсвечнике. Еды всякой приготовила, тут и сыр, и свекла в сахаре, и смородина в сметане, сок яблочный, а себе сосисок нажарила. Сова была очень довольна за такое угощение. Спасибо тебе, сосед, приходи и ты ко мне в гости. Ребята, какие слова запомнили в сказке на звук «с»? Давайте проверим. Собака, соседка, сова, стол, скатерть, салфетки, соль, солонка, сирень, стакан, свеча, сыр, свекла, сахар, смородина, сметана, сок, сосиски. А еще волшебное слово «спасибо». Теперь познакомимся с печатными буквами «С». Буква «С» на письме обозначает и твердый звук «С», и мягкий звук «С». О разломим словно бублик. В левой части буква будет,
смотрит месяцем с небес и зовется буквой «С». Буква «С» может быть большой, ее называют заглавной, и маленькой, ее называют строчной. На что похожа буква «С»? Радугою до небес изогнулась буква «С». Напрягла свои бока, подпирает облака. И моста огромный вес тоже держит буква «С». Шел конь, подковами звеня, как буква «С» следы коня. Полумесяц в небе темном буквой «С» повис над домом. Села мышка в уголок, съела бублика кусок. А еще буква «С» похожа на банан, дольку апельсина, кусочек арбуза или дыни, на гусеницу. Как пишутся буквы, мы посмотрели, а теперь узнаем, в каких случаях пишутся эти буквы. Мы помним, что с большой буквы пишутся имена, отчества и фамилии людей, клички животных. Еще с большой буквы пишутся названия городов, рек, озер и деревень. А с маленькой буквы пишутся многие другие слова, например, стол, стул, сыр. Еще с большой буквы пишутся слова в начале предложения. Например, солнце закрывают тяжелые тучи. После урока слепите букву «С» из пластилина. Сделайте из предметов, например, бусинок, фасолинок, пуговиц, или нарисуйте. Это поможет вам ее узнавать и не путать. А теперь мы поиграем. Я вам буду загадывать загадки, а вы будете называть отгадки. Итак, начнем. Стоят они в лесочке, в оранжевых носочках, милые сестрички. Имя им? Правильно, лисички. Я в красной шапке расту, среди корней осиновых. Меня узнаешь за версту. Зовусь я... Верно, подосиновик. После дождика подружки поселились на опушке. Шляпы разноцветные, самые приметные. Да, ребята, это сыроежки. Молодцы. Теперь давайте подумаем, в каких словах буква «С» обозначает мягкий звук. Верно, в слове «лисички», а еще в слове «подосиновик». Буква «С» обозначает мягкий звук «С». А давайте, чтобы не забыть, мы эти буквы обозначим зеленым цветом. А в слове «сыроежки» буква «С» обозначает твердый звук «С». И обозначим ее синим цветом. Ребята, сейчас мы сделаем речевую разминку. Повторяйте за мной, выделяя звук «С». Са-са-са,
в лесу бегает лиса. Со, у Вовы колесо. Усь, 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 на лугу пасется гусь. Су, су, холодно в лесу. Сы, сы, у сама в воде усы. Здорово! Молодцы, ребята! Настало время почитать. Будем читать слоги и слова с буквой «С». Повторяйте за мной. Са, со, су, сы, си, се, ся, сю. Оса, сон, усы, осина. А теперь поучимся писать букву «С». Рассмотрим письменные буквы «С» и сравним с печатными. Они отличаются только наклоном. Заглавная письменная буква «С» похожа на половинку овала, в ней один элемент. Маленькая буква «С» точно такая, как и заглавная, только меньше по размеру. Заглавную букву «С» начинаем писать чуть ниже вспомогательной линии, середины междустрочного пространства. Ведем округлую линию влево, затем вниз. Пересекаем верхнюю линию рабочей строки. Опускаемся вниз. Чуть закругляем вправо. Доводим до нижней линии рабочей строки. Поднимаемся вверх, вправо и заканчиваем письмо на середине рабочей строки. Научимся писать маленькую строчную букву «С». Строчную букву «С» начинаем писать чуть ниже верхней линии рабочей строки. Ведем вверх, закругляем влево, доводим до верхней линии рабочей строки, ведем вниз, округлую линию до нижней линии рабочей строки. Поднимаемся вверх-вправо до середины рабочей строки. Попробуйте написать букву в воздухе. Попробуйте написать в тетради самостоятельно. Сегодня на уроке мы познакомились с согласной буквой «С», которая на письме записывает глухие согласные звуки. Узнали, что есть звук «С» твердый и звук «С» мягкий. Это парные глухие звуки. Научились писать букву «С». Наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания, ребята.